Что такое семантико-текстуальная экспертиза? СБУ начала проверять статью Виктора Пинчука в американской прессе. Почему разрастается скандал вокруг украинского олигарха? ПАСЕ приняла резолюцию нападения на журналистов в Европе. Пророссийские высказывания не являются здесь в этом зале новыми. Они что 3 года, и 3 года мы продлеваем санкции в отношении Российской Федерации. Требуют освободить украинцев Сенцова, Сущенко и Семену. Украина вместе с Ираном и Непалом. Вышел новый отчет Transparency о коррупции. Почему ситуация не меняется? Кто и зачем убивает малый бизнес? Здесь, в этой стране, мы никому не нужны на самом деле. За несколько недель количество частных предпринимателей в Украине сократилось на 160 тысяч человек. Получить ремнем за несколько тысяч рублей скоро официально будет можно в каждой российской семье. Мы считаем, что родитель, как человек, который исходит прежде всего из добрых побуждений к ребенку. Госдума приняла закон о декриминализации побоев близких родственников. События дня в настоящем времени из Праги. Сергей Дорофеев, здравствуйте. ПАСЕ потребовала от России освободить украинцев, режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, а также снять обвинения в адрес крымских журналистов, которых Москва назвала сепаратистами. Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе, подготовленную украинской делегацией. Кроме того, делегаты из Киева предлагают добавить к резолюции 2 пункта российской агрессии, назвать ее, цитата, «главным риском для дестабилизации ситуации с безопасностью». Также предлагается привлечь внимание к тому, что запрет на въезд в Украину для ряда россиян соответствует международному праву. Речь идет о тех, кто замечен в пропаганде. Свои поправки предложили, как называют их в Ассамблее, «Друзья России», группа пророссийских крайне левых депутатов из разных стран. Они, среди прочего, предлагают избегать формулировки «российская агрессия» и хотят заменить ее на, цитата, «гражданская война». Также стоит упомянуть, что ПАСЕ на годичный срок избрала украинского депутата Георгия Лагвинского на должность своего вице-президента. Мы связались с ним, чтобы получить комментарии недавних заявлений президента ПАСЕ вернуть Россию под купол Ассамблеи. Пророссийские высказывания не являются здесь в этом зале новыми. Они что 3 года, и 3 года мы продлеваем санкции в отношении Российской Федерации. Вторая вещь. Господин Аграмун действительно придерживается взглядов, что российскую делегацию нужно вернуть в парламентскую ассамблею Совета Европы. Но вместе с этим он декларирует, что Крым это является оккупированной территорией Украины. Россия не рискует. Они пытаются изменить часть нормативных документов в ПАРЕ с целью того, чтобы нельзя было вводить вообще санкции в отношении делегаций. Сегодня мы заблокировали такие инициативы. Основная цель этого зала – это все-таки продление санкций в отношении Российской Федерации. Вчера меня избрали главой подкомитета по вопросам борьбы с преступностью и терроризмом. Нам нужна защита от внешнего агрессора. Скандал вокруг украинского олигарха Виктора Пинчука разрастается. Служба безопасности страны начала проверять его высказывания на антигосударственность. Назначена семантико-текстуальная экспертиза. Об этом говорится в документе СБУ. Это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям посягательства на территориальную целостность Украины, создание террористической группы и финансирование терроризма. На основании обращения Яроша мы проверяем, действительно ли там были какие-то высказывания, которые лежат в компетенции службы безопасности, и действительно ли там были какие-либо нарушения. Вот и все. Это чисто технический момент, который сегодня политики, к сожалению, используют для своих каких-то целей. Я просто призываю не политизировать эту проверку и не делать поспешных выводов, что служба безопасности кого-то преследует, что-то делает. Это просто техническая работа. Напомню, перед Новым годом в статье для издания Wall Street Journal Пинчук предложил Украине согласиться на ряд, цитата, «болезненных компромиссов ради завершения конфликта с Россией». Статья по большей части вызвала возмущение соотечественников. Украинский завтрак Пинчука в рамках прошедшего недавно форума в Давосе президент Петр Порошенко проигнорировал.
Вообще фигура олигарха Виктора Пинчука знаковая. Он владелец корпорации, контролирующей десятки компаний, в том числе в сфере медиа. В 2008 году, по версии Forbes, Пинчук стал самым богатым украинцем. Кроме того, он зять экс-президента страны Леонида Кучмы, главного переговорщика Минской группы по ситуации на Донбассе. Он филантроп, организатор международного форума ЕС, знаком с ведущими европейскими политиками. Почему такой влиятельный человек все это время молчал, а тут вдруг начал делать заявления, причем такие неоднозначные? Об этом мы спросили политолога. Собственно, Пинчук делал политическую ставку на победу Клинтон. И победа другого кандидата, противоречивого, непредсказуемого, заставляет Пинчука искать другие варианты развития. Мне также кажется, он понимает, что другие олигархи или власть воспользуются тем, что он сделал неудачную ставку, и попытаются, возможно, где-то забрать активы, где-то навязать свое политическое влияние. Прежде чем сесть за стол переговоров, олигархи сначала играют мышцами. Порошенко говорит: «Ну вот, тебя проверит СБУ». Этот говорит: «Окей, тогда я кандидат в президенты». После этого: «Окей, ставки поняты, давай договариваться». Думаю, у Пинчука не было бы проблем с собственным политическим проектом или президентскими выборами. Первая сфера его влияния — это западный вектор. Ну и его самый ценный политический капитал — это медиа-активы. За Пинчука, отмечу, заступился оппозиционный блок, украинская политическая сила, преемница партии регионов бежавшего президента Януковича, которую в стране считают пророссийской. Оппозиционный блок требует прекратить давление, которое власть оказывает на известного бизнесмена Виктора Пинчука. Начатое СБУ расследование – это преследование за открытое изложение своей гражданской позиции. Фактически, этим объявлена внутренняя гибридная война против гражданского общества в Украине. Что интересно, накануне в эфире телеканала «Россия» Виктор Пинчук был назван потенциальным конкурентом Петра Порошенко. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Пинчук не является пророссийским кандидатом на пост президента Украины. Цитата по агентству ТАСС: «Таковых у Кремля нет, поскольку выборы – это внутреннее дело Украины». Комментариев самого Виктора Пинчука относительно скандала вокруг его статьи в Wall Street Journal и назначенной экспертизы СБУ в открытых источниках пока нет. Далее. Украина по уровню коррупции сравнялась с Россией, Ираном и Непалом. Все эти страны набрали по 29 баллов по выводам организации Transparency International. Отсутствие действенной судебной системы и безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать рывок и преодолеть в итоге барьер, называемый позором для нации. Именно так говорится в отчете. В мировом индексе восприятия коррупции CPI Украина сейчас занимает 131 место из 176 возможных. Как говорится в комментарии к рейтингу, в Украине, да, действительно уменьшилось использование служебного положения в органах исполнительной власти, полиции и вооруженных силах, однако при этом в судах ситуация остается той же, что и во времена Виктора Януковича. Что необходимо сделать, чтобы все-таки побороть коррупцию и улучшить показатели Украины в международных рейтингах? Мы спросили директора Transparency International в Украине. Поки мы маємо стриманий прогресс. С одной стороны, у нас есть сдержанный прогресс, но он не такой, как мы надеялись. Поэтому, во-первых, нужна реформа судебной системы. Создание антикоррупционных судов необходимо уже в этом году. Причем в выборе руководящих кадров должны принимать участие иностранные партнеры. Второй критический момент – доказать неизбежность наказания за коррупционные преступления. Лучшим показателем этого могли бы стать дела в отношении окружения Януковича. Их нужно довести до суда, приговора и конфискации активов. По другим направлениям нужно наладить отношения государства и бизнеса, дерегуляция, реформы налоговой и таможни. Если Украина будет действовать активно, то за год свое место в рейтинге она может улучшить на 4-6 баллов. А этот индекс показывает международному бизнесу, можно ли иметь дело с Украиной или нет. Количество частных предпринимателей в Украине сократилось почти на 160 тысяч человек. Это всего за первые недели Нового года. Причина – изменения в налогообложении, которое Верховная Рада приняла в канун праздников. Так, единый социальный взнос вырос в 2 раза, и теперь это почти $30. Платить его ежемесячно должен весь малый бизнес, независимо от того, есть у тебя доход или нет. Раньше налог платили только те, у кого была прибыль. Как теперь работать предпринимателем, выясняла наш корреспондент в Киеве Ульяна Кондрашова. А вот такие рюкзаки делали. То есть производим из хороших качественных материалов. Это американская кордура использована японская фурнитура, пластик, молнии. Это что-то среднее, все-таки больше городской рюкзак.
для такой милитарной теме пошит. Свой магазин авторских вещей Александр и Стас открыли больше года назад. Фурнитура и ткань зарубежные, дизайн и работа украинские, авторские. На их продукцию спрос есть, но нестабильный. Один месяц клиентов полно, другой прибыли ноль. Как работать с новыми налоговыми правилами, партнеры пока не знают. Вроде бы сумма, не сказать, что глобально очень сильно изменилась, но для начинающих предпринимателей каждая копейка на счету. Это. Уйти в тень не вариант, да и не хотелось бы, хочется все-таки честно работать. Пока Александр и Стас думают, что выгоднее, работать или закрываться, на другом конце Киева предприниматель Елена уже уволила 4 своих работников, а со дня на день собирается и вовсе закрыться. Мы сейчас на полном серьезе с семьей думаем уезжать отсюда. Вот смотрим или в Польшу, или в Германию, там, в принципе, ездили уже в Польшу, узнавали, что там, как там. То есть с поляками разговаривали, которые там бизнес ведут. На полном серьезе рассматриваем, потому что здесь, в этой стране, мы никому не нужны на самом деле. В первые дни после принятия закона в отделах госрегистрации выстраивались длинные очереди. Сегодня здесь спокойнее, но желающих закрыть свой бизнес стабильно много. Ажиотаж был до Нового года. Эти 4 дня. Тогда на 5-8 регистраторов было 170 человек в очереди. Давно у нас такого не было. Сейчас мы в обычном режиме принимаем по 200 людей в день, не больше. Закрытие у нас занимает не более 5 минут. По официальным данным, на конец 2016-го в Украине было зарегистрировано около 2 миллионов частных предпринимателей. Из них 800 тысяч так называемых спящих. Это те, кто либо не получали прибыль, либо имели непостоянный доход. Они и отказываются от статуса частного предпринимателя. Буквально с 27 числа было закрыто уже больше 10 тысяч ФОПов. И дальше мы можем наблюдать, как эта сумма двигалась и становилось больше и больше. Почему новые налоги появились спонтанно перед Новым годом и как платить взносы, когда прибыли нет? Экономист Владимир Дубровский выгоды для государства в таких нововведениях не видит. Естественно, любой нормальный человек в этой ситуации просто снимется с регистрации. И самое грустное, что больше он уже регистрироваться, скорее всего, не будет. То есть, когда ему нужно будет возобновить свою деятельность, когда он будет опять получать какие-нибудь сезонные возможности заработать, он, скорее всего, будет это делать, к сожалению, в тени. После отказа от статуса бывшие предприниматели по закону теперь безработные. Это дает им право обращаться в службу занятости и в ближайшее время требовать от государства пособий. Уляна Кондрашова, Николай Квас. Настоящее время. Киев. Это эфир из Праги. Смотрите далее. Он выжил просто потому, что ушел в школу. Его маму и папу в собственном доме убил упавший на поселок Боинг. Репортаж о жизни 7-летнего кыргызского мальчика Султана. Получить ремнем за несколько тысяч рублей скоро официально будет можно в каждой российской семье. Мы считаем, что родитель, как человек, который исходит прежде всего из добрых побуждений к ребенку. Госдума приняла закон о декриминализации побоев близких родственников. Битва за небо. 66-летний российский пенсионер ведет неравную борьбу с властями за право летать. Он сохранил раритетный Ил-14. Почему небо для 2 ветеранов закрыто? Еще один мальчик из кыргызского поселка Дача-Су, на который 16 января упал турецкий Боинг, остался без семьи. Его родители и брат с сестрой погибли, когда 7-летний Султан был в школе. Сейчас ребенок живет у бабушки и до сих пор ждет, когда мама и папа за ним вернутся. История Султана аналогична истории его соседа по поселку Жак Шилыка. Он также потерял родителей. Подробнее Жибек Бегалиева. Юрту после похорон родителей Султана еще не разобрали. Поминки по кыргызской традиции будут продолжаться еще 40 дней. В этой семье тем страшным утром лишились сразу 4 близких людей. О том, что вся его семья погибла под обломками упавшего самолета, Султан узнал, когда пришел из школы. Утром, проводив его до автобуса, мама первоклассника вернулась домой. Через несколько минут рухнувший на поселок турецкий Боинг стер с лица земли их дом. Я разговариваю с ним, но он не может вспомнить. Ему кажется, что они еще придут. Когда мы решим все проблемы, я планирую отвезти его домой. Показать: «Сынок, смотри, у тебя дома больше нет. Мамы и папы тоже нет».
Теперь ты мой сын. Вместе с родителями в авиакатастрофе погибли младший брат и 4-месячная сестра Султана. Их своими телами успели прикрыть родители Султана Азамата и Наргиза. Такие выводы сделали спасатели, когда извлекали тела из-под обломков. Несмотря на старания мамы и папы, выжить малыши все равно не смогли. Сразу после трагедии Бурулкан Джумалиева поехала домой к сыну. Я уже доезжала до дома Азамата и увидела машины скорой помощи. Их было много. Когда мы подъехали туда, я увидела мужа и сразу поняла, что их нет в живых. В этом же поселке жила и дочь Бурулкан Джумалиевой. Беременная женщина, ее муж и дети смогли спастись лишь благодаря чуду. Отлетевшее от шасси колесо застряло в дверном проеме в метре от их кровати. Им негде жить. Поэтому вчера утром, когда мы разговаривали, они сказали, что будут искать квартиру. Тогда я сказала, чтобы они тоже пошли и попросили помощи. Что теперь будет с ее внуком, Бурулкан Джумалиева уже решила. Султана она, конечно, усыновит и чуть позже отдаст в один из престижных лицеев Бишкека. Помочь в этом маленькому мальчику вызвались уже сотни кыргызстанцев. История Султана, так же как судьба другого мальчика, Джахшылыка, оставшегося одного после авиакатастрофы, не оставила равнодушным ни одного кыргызстанца. Обоим школьникам один из местных бизнесменов пообещал подарить по квартире. Дюбек Бегалиева, Сабыр Абдымамунов, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Российская Госдума во втором чтении одобрила закон о декриминализации нетяжких побоев в отношении близких родственников. Авторы поправок утверждают, это исправит юридический парадокс. Сейчас шлепок собственного ребенка по закону может наказываться строже, чем потасовка с незнакомцем на улице. Однако критики поправок уверены, декриминализация побоев в семье лишь усугубит ситуацию с домашним насилием. Подробности в репортаже Екатерины Бучневой. Дать ремня за несколько тысяч рублей. Скоро официально можно будет в любой российской семье. Госдума приняла во втором чтении закон о декриминализации побоев близких родственников. Под поправки попали действия, которые, цитата, «причиняют физическую боль, но не влекут последствий». За них наказывать будут штрафом от 5 до 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или 120 часами исправительных работ. Но только если побои применялись впервые. У нас в Российской Федерации в законодательстве действует принцип презумпция невиновности родителей. Этот принцип далеко не во всех странах западных разделяется. Мы считаем, что родитель, как человек, который исходит прежде всего из добрых побуждений к ребенку, нацелен на лучшее для своего ребенка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это исправлением ошибки. Декриминализацию 116 статьи, переводящей все нетяжкие побои в разряд административных нарушений, Дума приняла еще прошлым летом. Исключение сделали лишь для побоев в отношении близких родственников. Закон о шлепках нарушил принцип соразмерности. Внутрисемейные побои по степени общественной опасности стали более опасными, чем побои чужих людей. За шлепок близкого лица до 2 лет лишения свободы, за шлепок чужого административное наказание. Авторы поправок уверяют, они за укрепление семьи. Но критики считают декриминализацию побоев в семье карт-бланшем на домашнее насилие. Во время слушаний у здания Госдумы проходили одиночные пикеты. Протестовать в 15-градусный мороз вышли исключительно женщины. Я считаю, Госдума делает катастрофическую просто ошибку, потому что жертвы и так не обращались в полицию. А им и так говорили, бьет, значит, любит, сама виновата, не выноси ссоры из избы. А теперь это будет просто критическая масса вины на плечах жертвы и поддержка насильника. И насилие будет, оно, даже если будет сокращаться статистика, будет означать, что жертвы просто стали снова молчать. По данным МВД, ежегодно в России от домашнего насилия страдают более 50 тысяч женщин. Этот показатель каждый год растет на 5 тысяч. Но это лишь вершина айсберга. На горячие линии центров поддержки жертв домашнего насилия обращаются в 10 раз больше, то есть более 500 000 женщин. При этом, по словам юриста Алексея Паршина, как правило, жертвы просят помощи только после 7 случаев избиения. Оно приведет только к росту и безнаказанности этих преступлений, потому что административная ответственность, она, во-первых, не действенная, а во-вторых, административная ответственность, она истекает раз в год. Сразу в год можно жертву абсолютно безнаказанно брать. Юристы отмечают, специального законодательства о домашнем насилии в России вообще нет. Екатерина Бучнева, «Настоящее время».
Битва за небо. Неравную борьбу с властями за право летать ведет 66-летний пенсионер Александр Поддубный из пригорода Санкт-Петербурга. После распада СССР ветеран авиации выкупил Ил-14. Раритетную машину он сохранил не как музейный экспонат. Выпущенный 60 лет назад борт до сих пор способен совершать перелеты. Самолетов этой серии в России практически не осталось, а из тех, что на крыле, этот, скорее всего, последний. И несмотря на все это, небо для двух ветеранов закрыто. Почему, выяснял Юрий Баранюк. На крыльях нет снега и воздух не очень влажный. Александр Поддубный доволен его Илюши, только так ласково он называет свой Ил-14, на взлетной полосе комфортно. Правда, после оттепели замерзли замки. Но для этого пенсионеры приходят почти каждый день на аэродром, чтобы поддерживать самолет в боевой готовности. Летом этот процесс, это постоянно. Где-то нужно краску смыть, где-то вот я под поликами все это. Прошло время, краска начала спучиваться. Вот, я ее смыл, загрунтовал и вот все время ухаживаю. Чтобы металл дышал, чтобы за металлом не было электрокоррозии. Это самая страшная электрокоррозия на самолете. Летчик впервые увидел свой будущий самолет в 1993 году. Нашел его в Восточной Сибири, в Улан-Удэ. Вспоминает, что тогда это был единственный в России Ил-14 со всеми летными документами. Вместе с коллегами по Мирнинскому аэроклубу, тогда Поддубный жил в Якутии, пилот принял решение купить машину. Стоял он на отшибе в поле среди бурьяна, такого, ухоженный был, только немножечко припыливший. Двигатели были законсервированы. Скучал, ждал, наверное, нас. Силами энтузиастов самолет восстановили и поставили на крыло. В кабине все приборы оригинальные. Родные и двигатели, и системы навигации. Многие записи на немецком языке. Этот Ил-14 1959 года выпуска, собран в ГДР. Многие приходят, вот молодые летчики с полка, которые летают на Боингах, Airbus'ах. Для них это вот мезозойская эра. Понимаете, они с таким интересом рассматривают, расспрашивают. Самолет, хоть и готов к взлету, в небо давно не поднимался. Машина стала заложницей поправок в налоговое законодательство. Платить за лошадиные силы россиян обязали в начале нулевых. У Ил-14 два двигателя. В год они обходятся пенсионеру в 500 000 рублей. Сегодня долг уже почти 3 миллиона. Из пенсии Александра Поддубного приставы в качестве компенсации удерживают 10 тысяч каждый месяц. Но задолженность все равно продолжает расти. Приставы предлагают продать самолет на металлолом или сдать в музей. Но для Поддубного это все равно, что уничтожить машину. Пилот хочет, чтобы Ил-14 снова летал. Если бы его можно было закрепить за нормальной, хорошей компанией, да, его ввести в реестр, и можно было выполнять экскурсионные полеты, как это делается, допустим, в Германии на самолете Ю-52 1936 года. Он в изумительном состоянии, и вот выполняются экскурсионные полеты, и очередь, говорят, расписана. С юридической точки зрения Ил-14 под арестом, но приставы пошли на смягчение санкций. Можно сказать, дали Поддубному последний шанс подняться в небо. Поскольку самолет сейчас находится под арестом, но уже с правом эксплуатации транспортного средства, то мы можем сейчас формально и подписать и договор аренды, например, транспортного средства, и участвовать в каких-то иных проектах, которые не связаны с переходом права собственности до момента погашения задолженности. Пенсионер мечтает подготовить свой самолет к участию в грядущем московском аэрокосмическом салоне. Хочет там найти единомышленников, которые помогут спасти Ил-14 от вечной стоянки под открытым небом или, еще хуже, свалки. В ожидании лета Александр Поддубный, как и положено, раз в 40 дней заводит двигатели. Таковы требования профилактики. На каждом крыле благодарно отзывается табун в 1900 лошадиных сил. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. На этом все. Такой была эта среда, 25 января. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время. Сергей Дорофеев. До свидания.
давайте так. Да он Обама придурок. для нас не фигура. Да, он придурок, поэтому да, на него да. обращать Это не внимание фигура. совсем не стоит. Отменит, конечно. Ну, потому что он хочет дружить с нами, с Путиным. Мы же правильно живем. Он с нами хочет жить в дружбе. Надо не переживать по поводу отмены санкций. Россия должна жить вне зависимости от санкций, настроения Барака Обамы, его жены. Россия большая страна и должна жить. Понимаете? А мы вот переживаем из-за санкций. Пусть они живут с санкциями, а страна должна развиваться сама по себе, а не настроение Мишель Обамы или вот этого нового Трампа. Понимаете? Смешно. Как бы это же, понимаете, это же санкции против не то чтобы страны, да, это санкции против скорее одного человека, против вот этого, грубо говоря, группы людей, да, вот этого объединения. Это объединение так или иначе имеет определенный вес. Там как бы сейчас неожиданно, да, но факт, но это действительно их рейтинг растет и поднимается, поэтому бог его знает. Вы спрашиваете такие вещи, не знаю, честно говоря. Ну, такая политика у него, он мстит просто Путину, и все, мне так кажется. Думаю, что нет, потому что в Америке президент решает немногое. В основном там все решают корпорации, которые определяют выдвиженцев из партии, либо демократов, либо республиканцев. Скорее всего, это все больше зависит не от него, а от Конгресса, который в большей степени отвечает за этот вопрос. Но, думаю, он сделает многое для того, чтобы это произошло. Ну, вполне возможно. Это все зависит от самого Дональда Трампа, потому что президент характеризуется как внешней, так и внутренней политикой. И вполне вероятно, что Дональд Трамп проявит больше лояльности к России во внешней политике. Вообще неинтересно. Другие интересы. Ни Путин, ни Трамп, ни Медведев, ничего не интересно. Все такое мнение говорят, что он против Обамы идет. И будет вести другую политику по отношению к России. Не знаю, думаю, нет. Мне кажется, может. Не отменит. А потому что у них Сенат и Конгресс все решают, но не президент. То есть нам надо зеркальные санкции вводить против США. И те же самые ракетные двигатели им не поставлять. И запретить хождение доллара по России, чтобы им мало не показалось в Америке. Чтобы доллар их обрушить. Вот что нужно сделать. И не прогибаться никогда перед Западом. Чем вы связываете серию одновременных сообщений о предотвращенных по стране терактах? Мне трудно сказать. Мое мнение, если честно, вы хотите знать, что терроризм, с ним очень сложно бороться. И серия одновременно предотвращенных терактов, но, видимо, это чисто пропаганда, чтобы успокоить население. С реальной угрозой этих терактов. Здесь нет никакого вымысла или домысла, или нагнетания какой-то истерии. Есть действительно реальная угроза осуществления таких терактов. Просто в преддверии новогодних праздников, в местах массового скопления людей, эти теракты произвели бы наибольшую силу, наибольшее впечатление на общество. Вот об этом предупреждают. Я думаю, это просто нагнетание такой обстановки совершенно ненужное. Когда люди и так все взбудоражены, а еще нагнетается обстановка. Совершенно ни к чему, я думаю, это делать. А то, что предотвратили, ну, это, наверное, надо показать, как у нас спецслужбы работают замечательно. У них скоро праздник, по-моему, завтра. День бывшего КГБ. Поэтому, наверное, так, надо отчитаться. Есть такой момент, наверное, у нас. Возможно, это связано с попыткой успокоить общество. То есть создать некую такую иллюзию того, что все спокойно, безопасно и ловится большое количество преступников, хотя это не обязательно правда. Не знаю, наверное, чтобы мы были осторожнее. Не знаю, какое-то влияние свыше, еще что-то. Я не знаю, без понятия. Думаете, что о терактах сообщают?